Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэта стартапніца, праграма пра інавацыйныя бізнесы ў Беларусі. У студыі, як заўжды, Юлія Нехай, цяпер са шкляначкай вады. Прывітанне, Юлія. І наш сённяшні госць Дмітрый Прымак з Белаграпромбанка. Прывітанне, Дмітрый. Добрый день. Звычайна у нас все ж таки стартаперы ў гасцях, а не банкіры, але сёння мы запрасілі, Дмітрый, вы, відаць, не банкір, усё ж таки, да, у такім класічным сэнсе, супрацоўнік банка. Да. Для мяне ўсе супрацоўнікі банка банкіры. Вось, запрасілі мы Дмітрыя таму, што днямі Белаграпромбанк адкрыў у Мінску цэнтр развіцця прадпрымальніцтва iGrow, і больш за тое, ён плануе адкрыць шэраг такіх цэнтраў развіцця прадпрымальніцтва па ўсёй краіне цягам 2020 года. Что хочу сказать. Вот это вот все. Стартап-хаб, каворкінг, бізнес-інкубатор, цэнтр прыцягнення, цэнтр развіцця прадпрымальніцтва. Вся гэтая гаспадарка – гэта неад'емная частка экасістэмы стартапаў. Але ёсць яшчэ такая альтэрнатыва, як бацькоўскі гараж, дзе пачынаецца шмат стартапаў, як мы ведаем з папярэдніх праграм. І скончваецца. І скончваецца таксама шмат. Да. У чым перавагі цэнтра прыцягнення у параўнанні з вось такім класічным суровым гаражом? Я бы сказал, это такая комфортная обстановка. Потому что такое гараж? Это, по сути дела, место, где можно было бы собраться. Да? Так начинались многие мировые истории крупных компаний. В наших реалиях уже 21 век, есть инфраструктура. Вы хорошо перечислили инкубаторы, акселераторы, коворкинги. Это, в принципе, площадки, которые сейчас в Минске. Да? И с точки зрения работы с этими молодыми ребятами, технологии. Центр притяжения – это, в принципе, один из элементов, который вобрал в себя, наверное, все самое лучшее, что можно сделать. Коворкинг – это, по сути дела, удобное пространство, где молодые ребята и немолодые предприниматели могут приходить работать. Все, что нужно для этого, есть. Не надо тратиться на офис, на аренду и прочие вещи. Чем интерес коворкинга, в отличие от гаража, да? То, что в этом пространстве можно найти единомышленников, можно найти людей, которые тебе могут в твоем процессе, в твоем стартапе, либо в той идее, которую ты сейчас прорабатываешь в комфортных условиях. Более того, наша практика белорусских стартапов показывает, что многие сплоченные команды и впоследствии продукт как раз создались в такой обстановке делового общения, взаимодействия. И дальше это привело уже к нашей белорусской истории, про которую все знают. А почему вообще Белаграпромбанк заинтересовался этим направлением? Тоже вопрос интересный и правильный. Мы банк государственный, да? Мы присутствуем во всех регионах. Для банка клиент является ресурсом и источником доходов. Взаимодействие с клиентами, предлагаем финансовые услуги, банк осуществляет свою деятельность, которая ориентирована точно так же на получение прибыли, как и любая предпринимательская деятельность. Мы понимаем, что уровень роста клиентов для нас, то есть юридические лица, предприниматели, которые в стране существуют, он из года в год где-то стабильный. Мы его называем естественный уровень предпринимательской активности. Понимаем и видим на примере стартапов и всего, что делается и в мире, и в других странах, которые уже не один год популяризируют развитие экосистем на разных уровнях взаимодействия, на страновом уровне, что это может привести к многократному росту людей, которые реализовывают себя в бизнесе. При том, что как инновационном, если мы говорим про стартапы, точно так же и про классические отрасли. Мы понимаем, в чем проблема. То есть проблема в том, что идейных людей очень много. Мы понимаем, что бизнес – это очень сложная и рисковая деятельность. И для того, чтобы сгладить вот эти границы между тем, что я бы хотел и я могу, существует определенный лаг. Он состоит из компетенций, знаний, информации, которую предприниматель либо нарабатывает по ходу своей жизни, совершенствуясь, либо делает ошибки, учится на них, либо изначально все делает правильно. Вот суть центров притяжения – это, наверное, как раз создать ту площадку, центр предпринимательской силы, где можно прийти и реализовать свою идею в конечный продукт. При этом воспользовавшись возможностью коммуникации, связи, бизнес-сообщества, которое мы планируем формировать вокруг центров притяжения и вписывая их в общую экосистему предпринимательства в стране. Потому что существуют и инкубаторы, да, существуют центры поддержки предпринимательства. И каждый из них решает локальную задачу. Понимая, что мы можем быть крупным сетевым игроком,
в этой экосистеме, мы вот свой ресурс решили задействовать. И понимаем, что если в Минске эта деятельность уже активно ведется на протяжении лет, да, и мы видим, что многие наши стартапы появились именно в Минске, но при том родоначальники все, это, как правило, региональные ребята, которые приезжали в Минск за компетенциями, за знаниями, за продвижением своих продуктов. Мы хотим этот опыт донести до регионов. И плюс еще вовлечь сообщество Минское, которое занимается активными стартапами, продвижением туда, в регионы, для того, чтобы людей, которые имеют идеи, показать, как с ними можно работать и как их доводить до логического завершения. И при том мы видим, что многие технологии, которые используют ребята в стартапах, от командообразования, работы в командах, подходов, планирования, да, они хорошо применимы и в реальном секторе экономики. Хотите вы там создать торговлю, булочную, парикмахерскую, такие понятные виды деятельности, да, это все применимо. Вы очень интересно ответили на мой вопрос, и на самом деле у меня... Я не зразумеў, чаму менавіта Белагропромбанк. Ну, то бок, у нас большой ресурс. Любой банк мог бы заняться такой деятельностью. Наверное, мог бы. Подается. Но мы подходим сюда со своей миссией, потому что надо понимать, что бизнес требует затраты, деньги. Мы тоже понимаем, но мы данным проектом работаем на долгосрочную стратегию. Понимаем, что какой объем работы требуется совершить, и мы, в принципе, с такими трудными отраслями работаем в стране, да, мы понимаем, сколько это требует усилий, каких компетенций и, в принципе, какой результат это может сулить. В долгосрочной перспективе мы хотим выйти, когда в регионах, в районах, там, где сейчас создается там, по 3-4 юрлица в год, чтобы эта цифра многократно увеличилась. И мы как банк... Ну, какой у вас KPI на конец года следующего? И как вы его исчисляете? Допустим, Драгичин, Барановичи. KPI количество бизнес-планов, которые вам приносят, количество стартапов, которые появились, количество стартапов, которые привлекли инвестиции. Это вы тоже, в общем-то, анонсируете. И, да, это KPI, который мы, я думаю, по итогу следующего года себе поставим, потому что, опять-таки, Драгичин и Барановичи, понимаем, мы специально выбрали такие пилоты, сложные, с точки зрения понимания бизнеса, бизнес-активности в регионе. И для нас очень важно будет получить вот эту первую обратную связь от бизнес-сообщества. Кстати, вот период активного открытия прошлой недели, да, показали и дали обратную связь, насколько сообщество реагирует на такие вещи. То есть сначала настороженность, да, условно, там Драгичин, там город с численностью до 20 тысяч, то есть живет своей жизнью, мы там как банки есть, да, у нас обслуживаются клиенты, и есть бизнес-сообщество, которое живет, по сути дела, своими проблемами, задачами. Центр притяжения – это, условно, та площадка, где мы можем объединить интересы и свободно поговорить на темы, которые реально волнуют бизнес и то, чем он живет 24 часа в сутки. Вот все-таки смотрите, реально волнует бизнес, бизнес в реальном секторе экономики и стартап – это все разные истории. То есть вот как вы планируете сочетать? С точки зрения истории, да, с точки зрения технологий, это очень близко. Вот мы, с точки зрения бизнес-модели и вообще амбиций, это разные бизнес-модели в стартапах тоже они применяются, разные уровни монетизации, продвижения идеи, да, то есть и цикл жизни продукта, его развития. Хорошо, если стартап хочет стать венчурной историей, то там с ним надо работать по-другому, чем с компанией из реального сектора экономики. То есть у вас будут какие-то программы тематические вот для обеих категорий игроков или как? Совершенно верно, потому что, исходя из общения, уже мы видим, что многие ребята интересуются темами инноваций, возможностью создания глобальных продуктов. И они, как правило, их много в регионах. То есть у него задача либо ехать в Минск, либо ехать куда-то для того, чтобы хотя бы поделиться своей идеей. Через центр притяжения это можно сделать будет гораздо проще. С точки зрения реального бизнеса. Да? Для банка, для нас как инвестора, по сути дела, система кредитования банковская, да, это кредитные продукты, которые вкладывают, предоставляются предпринимателям для реализации модели. С точки зрения истории стартапа, это всегда отдельная история, потому что есть продукт, есть его ценность, которую общество должно принять. С точки зрения стандартной модели все понятно. Здесь вопрос рисков. Риски – это именно подходы к организации, к пониманию. В любом бизнесе ключевой момент является продажа конечного продукта, который ты создаешь. В стартапе то же самое. Ты можешь продать идею, ты можешь продать продукт, ты можешь продать свой бизнес как таковой. Такие истории есть. Поэтому технология работы со стартапами, она хорошо трансформируется в работу с бизнесом. Какие-то стадии отпадают, но это может быть формализовано. И мы хотим это дело применить. Более того, для себя как бы итоговую цель формируем по этому концепту, да, это технология, реализация предпринимательской инициативы, если тезисно коротко сформулировать. По сути дела, какая-то последовательность действий, которая всегда тебя может привести от идеи до
конечного продукта. То бок нейкіх лічбавых KPI нема. Яны такие абстрактные довольно. Сейчас они не абстрактные, мы их для себя определяем с точки зрения вовлечения бизнес-сообщества, да, с точки зрения проведения мероприятий, которые позволят их туда вовлечь. То есть надо Какие классные мероприятия у вас будут уже в январе-феврале? В январе мы посвятим ряд цикл мероприятий именно для начинающего бизнеса. То есть вот тот первый шаг, который он готов сделать. Мы видим по многим другим мероприятиям, которые в стране проводятся, что бизнес-идеи у людей есть. Они активно ими делятся. Но в чем проблема? Идея – это идея. Идея, как правило, ничего не стоит. Это вам скажет любой венчурный инвестор, да, потому что в нее нужно вложить душу, энергию. Идея – это гипотеза. Гипотезу нужно проверить. Для того, чтобы проверить, нужно вовлечь людей. Форматы вовлечения тоже совершенно разные. От опроса, проверки на друзьях, краудфандинга и прочих площадок. Реальный бизнес как бы отвлечен. В регионах, поверьте, еще дальше даже таких слов не знают. Но эти механизмы могут ими применяться в силу того, что все в интернете. Если ты знаешь, ты этим можешь пользоваться, ты можешь быть успешным. Успешный предприниматель в регионе – это звезда, которая притягивает к себе внимание. Более того, вокруг таких активных предпринимателей в регионах как раз и формируются эти сообщества. Мы видим в Брестской области, кстати, такие примеры есть, там на уровне Кобрина, когда предприниматели, которые себя расценивали как конкуренты, в ходе естественного общения сплотились, создали вот такую бизнес-ячейку, активно общаются и готовы к дальнейшим действиям. Мы хотим, чтобы этот формат экосистемный, да, когда есть взаимодействие, когда каждый готов донести свой ресурс в копилку общего и двигаться к развитию, его популяризировать и в рамках центров притяжения на конкретной площадке давать возможность коммуницировать, где они, кроме того всего, еще могут получать и банковские компетенции от специалистов для того, чтобы в реальном секторе экономики их применять. Это и кредитный продукт, и расчетно-кассовое обслуживание, и большой инструментарий всего того, что позволяет им продавать свой продукт. А вось як гэта будзе менавіта рэалізавана? Ну, я разумею, пра банкаўскія прадукты. Можна ў кожным такім цэнтры прыцягнення, цэнтры развіцця прадпрымальніцтва пасадзіць кансультанта, які будзе падказваць. Можна, я не ведаю, нейкім чынам яго выклікаць. Можна нейкі штат пасадзіць, каб адказваць онлайн на пытанні, якія паступаюць з гэтых кантакт-цэнтраў, да? З гэтых цэнтраў развіцця прадпрымальніцтва. А вось усе астатнія плюшкі, так бы мовіць, пра якія вы казалі. Экспертная ацэнка, нейкі досвед іншых прадпрымальнікаў, да? Як гэта будзе прадстаўлена у iGrow? Я патлумачу як бы свой інтарэс. Справа ў тым, што калісьці, калі я працаваў у іншым месцы на сайце kuku.org, у нас быў офіс, так бы мовіць, у бізнес-інкубатары ў Мінску на вуліцы Чапаева. І я, не гледзячы на тое, што там была такая назва пафасная бізнес-інкубатар, ну не заўважыў там абсалютна ніякага інкубатарства, карацей, да? Ну да, там былі кабінецікі, у іх сядзелі людзі, яны нешта там рабілі, мы час ад часу сустракаліся з імі ў калідорах, там перакідваліся парай словаў. Але каб гэта быў нейкі працэс зарганізаваны, працэс роста, ну, не было такога. Вось у вас будзе нечым гэта адрознівацца ад проста некалькіх там кабінецікаў ці open space, дзе разам ці паасобку працуюць маладыя ці не вельмі прадпрымальнікі? Вот совершенно верно. С точки зрения атмосферы, да, я сказал, центр притяжения. По сути дела, хотим, чтобы по своей сути философии это был центр предпринимательской силы. То есть когда все располагает к открытому общению. Вот, например, на Шаранговича даже open space, который у нас есть, он зонирован, но это прозрачные стекла, которые позволяют смотреть, как идет жизнь, да. Всегда приятно как смотреть, как кто-то работает. Такое шоу за шклом. Да, в Драгичине, в Барановичах это тоже open space, которые позволяют, там, условно, работать в формате открытости, да, тем более ты всегда, когда работаешь сосредоточен на чем-то, формат безбарьерный способствует вовлечению кого-то. Кому-то интересно, кто-то пришел пообщаться. С точки зрения ответа на вопрос, да, вызывать там банковских сотрудников, скажу, наверное, так. Когда даже клиент, скажем, там, юрлицо, предприниматель приходит в банк с конкретно своей проблемой и говорит, мне нужен кредит. Здесь есть два пути действия. Сотрудник банка предлагает продукт, рассказывает то, что ему надо, клиент слушает, говорит, надо, не надо, уходит. Либо другой формат таких интеллектуальных продаж, когда клиент рассказывает. Для этого его нужно расспросить, для этого надо поинтересоваться, чем он живет. И поверьте, вопрос банка кредита стоит где-то далеко на 3-4 месте.
Возможность к этому расположить клиента раз. Вопрос проникнуть в его суть, да, проблем 3. И предложить тогда то решение, которое реально надо. Может, ему и кредит сейчас не нужно. Может, ему сейчас нужно выстроить отношения с партнерами с точки зрения сроков, отсрочек, там, предоплат, да, и это решит его проблему. Вот формат центра притяжения позволяет это сделать, потратить сотруднику время. Этот формат позволяет с клиентом выстроить такой диалог. Плюс быть открытым. То есть здесь много завязано на коммуникациях и общении. Да? Далее, если этот опыт у нас будет конвертироваться, масштабироваться, да, мы планируем уже такие продвинутые, да, пользователи, которые интересуются темой, кто интересуется бизнесом, мы будем переводить в онлайн, где будем формировать сообщество, которое им позволит уже общаться конкретно, более детально. При этом решать вопросы очень быстро. Я пакуль што нейкую парадаксальную рэч пачуў, што вось гэты цэнтр сілы прадпрымальніцкай будзе такім месцам, дзе прадпрымальнік можа звярнуцца да банкаўскага супрацоўніка па крэдыт, а банкаўскі супрацоўнік яго будзе адгаворваць. Можа, не трэба табе крэдыт, да? Ну, то бок, для мяне, ізноў жа, гэта вельмі дзіўна. Ну, мне здаецца, што калі нехто ў банк прыходзіць па крэдыт, ну, там праходзіць натуральна нейкія праверкі, але вось так вось адгаворваць чалавека, типа, не, мы не дадзім табе грошы пад працэнты. Да? А такая вот, ну, смысл финансовой грамотности, да, которая популяризируется и национальными банками. Банки, в принципе, взяли на себя эту нагрузку в части физических лиц, да, просвещения, ознакомления, как это может работать. Точно так же, в принципе, эта эстафета принимается и в части бизнеса начинающего, потому что предприниматели зачастую не знают даже классических банковских инструментов, да, он считает, что кредит и все. Кредиты бывают разные, цели их бывают разные. Уровень бизнеса, его развития тоже требует своих продуктов. Кредит – это ответственность. В соцсетях можете прочитать много критики в отношении банков, когда навязывание кредитов, финансовое рабство, и все это тоже вызывает негатив. Всему должно быть свое время. Умный предприниматель понимает, когда прийти в банк. Но таких предпринимателей очень мало. И любой кредит – это уже риск, взятый на себя. Вот банк в реалиях нынешних – это все-таки не финансовый институт, который выдает кредиты, это финансовый институт, который управляет рисками. И вот здесь, когда вы приходите за кредитом, тем более это начинающий предприниматель, банк прежде всего смотрит, какие риски существуют у него, насколько он понимает свою бизнес-модель, насколько он готов продавать продукт, насколько этот продукт востребован, и насколько его бизнес-план соответствует тому, что у него представляется в голове. Когда эти риски и понимание у предпринимателя и банка совпадают, он получает кредит. Тем более сейчас условия для получения замечательные. Процентные ставки в Республике Беларусь на текущий момент самые лучшие, которые были за всю нашу историю. Поверьте, это и белорусские рубли, и валюта. Они доступны. Более того, говорю, что на текущий момент большая вероятность того, что банк сам может к вам прийти и предложить кредит взять, потому что вас видят, вас оценили, и вам предложили, что вы можете это взять. Ну, инвестиции может банк предложить? Я так само хочу запитаться. Вы это бачите? Если мы говорим про кредиты, то мы говорим, естественно, кредиты и в долгую. Да? Это инвестиционные цели, тем более, что сейчас кредитные продукты, которые предлагает наш банк, в партнерстве с Банком развития, это достаточно большие периоды, до 10 лет. То есть... Ну, але вы ўсё ж таки як крэдыт гэта расцэньваеце, а не як уваходжанне у той ці іншы проект, там, стартап. На текущий момент нужно понимать специфику банковской деятельности. Да? Она регламентирована, она под контролем регулятора в лице Национального банка. Есть ряд правил, по которым банк работает. На текущий момент то, что у банка есть, это возможность кредитования в соответствии с требованиями Национального банка, со всеми подходами к резервированию, к оценкам рисков. То, о чем мы говорим, да, в теории банк может входить в уставные фонды стартапов. Но это концептуальное решение, которое принимают учредители банка, в нашем случае государство. Есть другая модель, когда государство предлагает инструмент. Вот сейчас Банк развития активно, как они анонсируют, прорабатывает этот вопрос. Применить технологию венчурного в части наших белорусских реалий и для того, чтобы на небольших суммах показать. Но это такая проработанная схема, которую должны все понимать, и банки в том числе, потому что мы ежедневно находимся под контролем. Мы понимаем, что эта сфера высокорисковая,
И эти риски нам надо правильно оценить. Но мы уже там приближаемся к этой идее, что небольшими суммами, как раз вот для начинающих предпринимателей, там, где есть экспертиза, там, где мы эту экспертизу можем получить, такие продукты могут уже в скором времени появиться. И, условно, там 5-10 тысяч белорусских рублей подъемных в виде кредита, да, вот для такого стартапа в классическом понимании нашем белорусском. Я хочу заниматься бизнесом, это уже реально. Про стартапы классические в международном масштабе, как мы понимаем, инновация, которую нужно оценить, которая имеет глобальный масштаб, это все-таки, наверное, история венчурная. Туда вкладываются люди, которые понимают, да, и это, наверное, правильно. Далее опыт и российский мы изучаем, смотрим. То есть создание дочерних фондов при банках, при финансовых структурах – это тоже реальная история, которая наполняется компетенциями людей, понимающих в этом. И дальше вот эта связка финансовый институт, венчурный капитал. Тем более, опять-таки, участие тоже может быть разное. Да? Когда мы видим экспертизу венчурных инвесторов, да, мы видим экспертизу сообщества. Банк тоже готов какой-то части участвовать в таких проектах, и это, наверное, диверсификация риска, которая устраивает все стороны и способствует развитию вот всего этого направления. А насколько банку вообще интересны стартапы? Стартапы очень интересно. Вот с точки зрения, погружаясь в эту тему уже не один год, да, придя к ней, ну, такое, это клиенты нетрадиционной ориентации в кавычках. Да? Я имела в виду с точки зрения инноваций все-таки. Инновации, нет. Вот я просто говорю, эти, ну, в любом случае стартап – это в итоге юридическое лицо, да, в нашем понимании, которое занимается каким-то видом деятельности. Таких клиентов по статистике, которая в Беларуси уже проведена, порядка 1000 юрлиц, которые себя в этой области развивают и являются стартапами как таковыми. Ментальность команды, людей, она отличается от классического бизнеса, да, и с точки зрения взаимодействия это интересный момент, потому что для того, чтобы с ними сотрудничать и понимать, что они делают, в них надо вот через такой формат проникнуться их идеей и вместе как менторы, да, вот участвовать в их работе. Классическая банковская работа не всегда к этому располагает, потому что есть конкретные задачи, KPI, которые не позволяют отвлекаться на эти задачи. С точки зрения инноваций, да, то, о чем второй вопрос. Многое, что создают стартапы, применимо в финансовом секторе. Сейчас много финтехов, которые как раз приходят. Да? Что делает стартап? Группа из 3-4 человек создает технологию, которая значительно оптимизирует процессы, ускоряет и, в принципе, дает глобальные масштабы. Многие крупные корпорации идут по этому пути. Покупают стартапы, покупают команды, внедряют их в свои экосистемы внутренние. Именно с точки зрения минимизации затрат, получения высококлассных специалистов и выступая с такими новаторами на рынке. А вы? Мы тоже идем по этому пути. И надеюсь, что в ближайшее время мы реализуем даже свой внутренний корпоративный акселератор. Мы сейчас активно продумываем, поскольку Белагропромбанк, все-таки агросектор – это наша вотчина, мы за нее рьяно стоим и видим, как инновации, которые создает стартап, применимы в этом секторе. Это очень популярно вообще. Очень популярно. Нет, так более того, в мировом масштабе количество стартапов в агросекторе растет, к объему венчурного инвестирования тоже там уже зашкаливают. И наша белорусская история. Кстати, вот на агротехконференции во время Всемирной недели они презентовали. Многие наши фермеры этими вещами уже начинают пользоваться. Некоторые интересуются. Нашу задачу, которую мы видим как банка, да, продвигать все эти инновации в бизнес-сообщество. У нас в стране там порядка 2700 фермеров, да, то есть это могучая сила. Если предположить, что земледелие – это такая высокорисковая деятельность, да, для того, чтобы снизить риски, получить отдачу, вот эти все технологии нацелены. Другой вопрос, что они все имеют глобальный масштаб. Тот же OneSoil, да, они больше работают на рынке там, Америки, Канады, но это ничто не мешает нашим белорусским предпринимателям, которые занимаются сельским хозяйством, это все внедрять, применять.